Термин глигви в исторических трудах и картах встречается довольно часто. Это грузинская форма обозначения ингушей, которая обнаруживается и в зарубежных архивных документах и географических картах. Слово глигви является искажением этнонима Галгай на грузинский манер. Сведения касаемо грузинского обозначения ингушей глигви содержатся в книге «Этнонимы и племенные названия Северного Кавказа». Издана Академией наук СССР, Москва, 1973 год. В грузинских источниках XVII века известен еще один этноним, связываемый с ингушами и, видимо, являющийся измененным самоназванием этого народа. Это термин глигви, наиболее раннее упоминание которого в форме глигуды встречается в упомянутом письме царя Теймураза, написанном по-гречески и относящемся к 1639 году. Ни в одном русском источнике того же столетия имя глигви не зафиксировано. Из других свидетельств представляет интерес отрывок из Картлистхавреба, описывающий события первой половины XI века, но составление которого, видимо, следует отнести не ранее чем к XVI-XVII векам. Грузинская хроника этого времени рассказывает о грузинском царе Квирике, назначившем правителей в Тенети, Тушети, Дидаэти, Дзурдзукити, Глигвети. В Аххуште-Багратионе помещает Глигвети к востоку от Кист-Дзурдзукии. Глигвов вместе с кистами называют некоторые документы Вахтанга VI, а также ряд жалованных грамот Ираклия II, относящихся ко второй половине XVIII столетия. Этноним глигви, хотя и крайне редко, встречается в русских исторических сочинениях XVIII века, например, на карте Кавказа в атласе 1745 года, в форме глигви. В первой половине XIX века это же имя известно и в официальных русских документах, где оно сосуществует с этническими названиями Галгай и Ингуш, обозначающими один народ. В западноевропейской литературе имя глигви впервые упоминается Гюльденштеттом, считающим его синонимом слова ингуш. Клапрат при описании области Галгай отмечает грузинское название последнее – глигви. Грузинский царевич в Аххуште-Багратионе, историк и географ первой половины XVIII века. На основе его сведений была издана книга под названием «География Грузии». В ней Ваххуште при описании страны ингушей подразделяет ее на три группы – Дзурдзукети, Кистети и Глигви. А Глигви. А к востоку от Сейкиста Дзурдзукии находится Глигви, названная так Глигом, сыном сына Дзурдзука. Речка страны вытекает из Срединного между Пшавией и Глигви Кавказа и идет от юга к северу. Потом изливается в Барагнис-Цекали. На этой речке находится Ангусти, селение большое, и ущелье это со строениями и селениями. Глигви же граничится с востока горою, лежащую между Глигви и с севера Срединною между Черкесией и Глигви. Горою с юга Кавказом, лежащим между Глигви и Пшавией, с запада горою, лежащей между Глигви и Дзурдзукией. А жители Ангусти похожи на черкесов, по вере они магометане, суннита. А к востоку от Глигви находится ущелье, речка которого истекает из Срединного между ними и Панкиси Кавказа. Идет от юга к северу, сливается в Глигви с Цекали и потом стекают в Барагнис Цекали, с запада. И это ущелье со строениями, селениями. Помимо публикаций научных трудов, в Аххуште-Багратионе также занимался разработкой географических карт. В 1745 году, в Санкт-Петербурге, была издана карта Кавказа, составленная вышеуказанным автором. На этой карте присутствует отображение расположения ингушских территорий в середине XVIII века. Здесь помечены те самые три обозначения этнических названий, которые были указаны в книге «География Грузии», а именно, Кисты, Дзурдзуки и Глигви.
Кавказский этнографический сборник. Очерки этнографии Горной Ингушетии. Издание 1968 года. В грузинских источниках для обозначения ингушей упоминается еще один термин – глигви, который соответствует ингушскому галгай. История Грузии с древнейших времен до 60-х годов XIX века. Издана в 1962 году в Тбилиси. Вступивший на Картлийский престол внук царя Фарнаваза Мириан, приблизительно 189-155 год до нашей эры, вынужден был вести военные действия как на юге и востоке, так и на севере своего государства. Он двинул свои отряды в Дарьяльское ущелье, где жили племена Чарталы, Глигвы, предки ингушей и другие. Овладев Дарьялом, иберы, по образному выражению древнего летописца, там повесили ворота, то есть закрыли, взяв под свой контроль все ущелье. Во многих зарубежных картах 17-18 веков, для отождествления страны ингушей, используется обозначение Глигви. Общая карта Грузии и Армении на французском языке. Составлена в 1738 году. Экзоэтноним Глигви на карте Персидской империи 1779 года. На обширной карте азиатского континента, составленной в 1755 году, также присутствует обозначение Глигви. Представленная перед вами карта датируется 1783 годом. Карта Европы, выпущена в 1788 году.